Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. МИД Абхазии распространил комментарий в связи с учениями НАТО в Грузии. Реальные истории из ковид-госпиталя. В Гагарском районе уже третьи сутки идут работы по восстановлению высоковольтной линии БЗИП-220. Продолжаются работы по устранению последствий наводнения, которое произошло в ночь на 27 июля. Президент Абхазии Аслан Бжаня находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщает пресс-служба главы государства, 29 июля Аслан Бжаня провел встречу с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, вопросы оказания помощи Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, а также вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Накануне Аслан Бжаня также провел встречу с начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития. Планируется проведение ряда других встреч. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. МИД Абхазии выражает серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся военной активностью Грузии и ее западных партнеров. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел в связи с учениями НАТО в Грузии. 26 июля в Грузии стартовали ежегодные военные учения НАТО, в которых принимают участие более 2500 военнослужащих из 12 стран НАТО, а также из Украины и Азербайджана. Более 1500 из них грузинские военнослужащие и еще 700 американские. По сообщению Минобороны Грузии, цель учений – отработка совместимости боевых подразделений армии стран-членов НАТО и его партнеров, улучшение оперативных возможностей в ходе планирования и исполнения боевых операций и развитие сотрудничества в сфере безопасности. Наблюдаемые в последние годы действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, сопровождаемые наращиванием военного потенциала в Грузии, не имеют никакой военной необходимости и явно выходят за рамки здравого смысла, говорится в заявлении МИД Абхазии. Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии отмечают, что власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение отработкой совместимости армий стран-членов НАТО и исполнением боевых операций способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности. Проблема совместных военных учений Грузии и НАТО находится в центре внимания абхазской стороны. Республика Абхазия оставляет за собой право на адекватную реакцию на возможные враждебные действия или провокации со стороны Грузии и ее западных партнеров, заявляет МИД Абхазии. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови встретился с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым. Встреча состоялась в рамках международного саммита «Россия. Исламский мир. Казань-Саммит-2021», который проходит в Казани в эти дни. Как сообщает пресс-служба МИД, Даур Кови и Марат Кабаев обсудили перспективы сотрудничества. Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», председателем которого является президент Татарстана Рустам Минниханов. Далее в выпуске рубрика «Между жизнью и смертью». Из окон основного корпуса Гудаутского ковид-центра хорошо видно другое здание, в сторону которого боятся смотреть как те, кто оттуда вернулся, так и те, кто переносит болезнь в более легкой форме. Реанимация.
Врачи называют это место настоящим адом. Здесь каждую секунду идет борьба за жизнь. Здесь слышны биение сердец, и врачи делают все возможное, чтобы они бились как можно дольше. Здесь самое главное – прожить день без потерь. Но, увы, несмотря на все старания врачей, это не всегда удается. О сложной обстановке в реанимации нашему корреспонденту Гугуце Вардане рассказала медсестра. В ее стенах она дежурит не так давно, однако за короткий период ей пришлось увидеть немало человеческих страданий. Какая там обстановка, что в реанимации происходит? Скажите, пожалуйста, сейчас много там больных? Больных там всегда много и очень тяжелые. И до сих пор никто не верит в этот коронавирус. Но надо поверить, чтобы не было таких тяжелых людей. Девочки бедные убиваются 24 часа в сутки. По 6 часов в зоне меняются, потом опять заходят по 6 часов. И вот так 24 часа. Очень часто привозят тяжелых. Очень тяжело на них смотреть, конечно. Очень тяжело их терять. Особенно, когда молодой приезжает, поступает. Это очень-очень страшно. И хочу сказать, поберегите себя, пожалуйста. Никаких свадеб, никаких компаний, никаких похорон. Поберегите себя. Вот из тех, кто поступает к вам, в основном, где эти люди заражаются? Обычно на свадьбах, на похоронах. Так оно идет. Прекратите целовать друг друга. Придет время, когда начнем снова целоваться, обниматься. А пока воздержитесь от этого. А сейчас вот в реанимации, вы говорите, работаете, смертность больше стала, да? Ну, я не могу судить, конечно, больше или меньше. Я не так давно работаю. Но для нас один человек – это тоже уже трагедия. А когда их двое, трое – это, конечно, уже катастрофа. А вот вы как дежурите? Мы дежурим сутки через трое, но это сутки, это просто стоит месяц от работы, эти сутки. Ну, считайте, что мы вообще не спим. Ну, бывает, там выхожу на час, на два. Бывает, вообще не выхожу, смотря когда, какое положение. Группа депутатов парламента Народного собрания передала в дар Гудаутской ЦРБ дефицитный и дорогостоящий препарат для лечения тяжело больных с коронавирусной инфекцией Актемра. Министерство здравоохранения Абхазии выражает благодарность депутатам за оказанную помощь. Препарат поможет врачам спасти жизни наших граждан в столь тяжелое время пандемии коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении Минздрава. В Гагарском районе уже третьи сутки идут ремонтно-восстановительные работы по ликвидации последствий аварии на высоковольтной БЗИП-220. Из-за сильных проливных дождей, прошедших в республике в ночь на 27 июля, были повалены две опоры высоковольтной линии, по которой в случае необходимости электроэнергия поступает из России в Абхазию. Авария не отразилась на энергоснабжении республики. На место сразу выехали аварийные бригады РУП «Черноморэнерго». Однако устранить последствия аварии до сих пор не удалось. Исполняющий обязанности главного инженера Черноморэнерго Руслан Кварчи отметил, что ремонтные работы займут не менее 20 дней. Эта линия 220 км, это связь между подстанцией 220 БЗИП Абхазия и подстанцией 220 ПСО Россия. Линия была просто под напряжением. По ней не осуществлялось переток электроэнергии. То есть из-за этой аварии ни один потребитель не оставался без света. То есть линия просто была под напряжением. С того дня были мобилизованы все людские ресурсы Черноморэнерго, все службы и приступили к ликвидации. В первую очередь нужно подъездные пути установить каждой анкерной опоре. То есть чтобы техника сюда могла заезжать, и тут мы начали проводить работы. Тяжелая техника, автокраны, тут бульдозер работает, автокраны, автовышки, чтобы мы приступили к демонтажу этих поврежденных опор в первую очередь. И устроить подъезды каждой опоре, устроить площадки возле каждой опоры, чтобы уже
устранять, то есть завозить материалы необходимые. Ну и сейчас ведутся расчеты, каким путем будет устраняться авария. То есть какие опоры будут устанавливаться, будут проведены расчеты и принято проектное решение. То есть это металлические опоры, их изготавливать, в Абхазии не изготавливать, их нужно будет на заводах-изготовителях изготавливать, и транспортировать, завозить сюда. Фундаменты новые, под них нужно будет завести железобетонные. Это все нужно устанавливать, расчистку провести полную трассу, просеку, то есть провода нужно будет опускать. Участки, где повреждены, эти участки менять. В общем, предстоит большой объем работ, но пока еще ведутся расчеты, и окончательно решение пока не принято, каким путем мы будем устранять. По всей республике идут работы по устранению последствий наводнения, которое произошло в ночь на 27 июля. Руководством Гудаутского района создан оперативный штаб, подсчитывается нанесенный жителям ущерб. В Очимчирском районе и городе Сухум также оценивают ситуацию и определяют размер ущерба. Репортажи из Магуланзе. Самый большой ущерб стихия нанесла Гудаутскому району. В самом городе пострадало около 300 домов. В считанные минуты протекающие здесь речушки превратились в бурные потоки. Уровень воды поднялся почти до 2 метров. Сотрудники МЧС, городские службы и сами жители продолжают устранять последствия непогоды. В районе работает оперативный штаб, который собирает информацию по нанесенному ущербу. Комиссия обошла уже около 130 домов. По распоряжению руководства страны приехали первый вице-премьер Беслан Цибович Джопла и замглавы администрации Зурабы Феронович. И они сказали, по мере всей возможности, республика тоже окажет помощь. То, что в наших силах, все мы делаем. Восстановительные работы сегодня уже ведется в Блабрухах, Мгудзерхах. Завтра планируем Звандрыбс, где именно сильно, где пострадало, уже нету, невозможно, люди не могут на своих автотранспортах передвигаться. Свет есть, вода есть во всех селах, в городе, везде, бесперебойно все. В столице из-за продолжительного ливня вышла из берегов река Басла. Около 30 жилых домов на улицах Чанба, Щеглова, Агарба оказались затопленными. Кроме того, вследствие стихии пляжная зона столицы во многих местах завалена мусором, ветками и грязью, которые нанесли реки. Сейчас активно идет расчистка территории. И структуры коммунальные наши днем и ночью работают, устраняют мусор, хлам. Но море не успокаивается, как вы видите, шторм убирают днем и вечером, опять волной выкидывает все на берег. Ну, будем устранять, будем убирать. Я думаю, что если погода даст, в ближайшие 2-3 дня берег будет блестеть. Стихию никто не ожидал. Человек то, что делал год, 2 года, 5 лет назад, все это испорчено. Естественно, пассивную помощь будем оказывать в любом случае. Основной проблемой стало затопление насосной станции в селе Дзукта Сухумского района. Это единственная станция, обеспечивающая водой Гулрыбский район и часть Синопа. Кроме того, вышедшая из берегов река Киласур смыла дорогу, ведущую к станции, что осложнило проведение восстановительных работ. Ожидается, что водоснабжение восстановят к вечеру 29 июля. Единственное, что нам повезло, охранник, который находился там, увидел вовремя, что река поднимается, выключил все насосы, потому они не сгорели на наше счастье. Их сумели снять оттуда, вывезли, привезли в институт нашей СВТИ. Сегодня к 12 часам дня они нам их отдадут высушенные. Ну и надеемся, что к вечеру будет восстановлена подача воды. Все эти дни, как только воды не стало, наша пожарная служба, имеется в виду МЧС, утром, вечером, в обед подвозят воду. Работают они так, люди с ведрами, кто-то спускается в пятиэтажках, а где большие дома, у многих людей стоят баки, вот и ведра наполняют, и баки наполняют. Кроме того, в Гулрыбском районе обрушились 2 моста в селах Цабал и Мархяул. Разлившаяся река Кодор повредила сельхозугодья, не затронув жилые дома. В Очимчирском районе также несколько рек вышли из берегов. В селе Чгярда затопило 4 домовладения, размыло высоковольтные опоры, электропередачи и мосты. На центральной республиканской трассе в селе Кындых подмыло дорогу. Восстановительные работы уже ведутся.
У нас подмыв моста, село Джигерда. Звонил премьеру, он оперативно принял решение. Приехали специалисты, осматривают. Я думаю, начнут там хотя бы подсыпку сейчас делать. Это то, что касается моста Джигерда. То, что касается трассы республиканской между границей Тамыш-Кинтах. Там подмыв обочины, там тоже уже мероприятия проводятся. Была установлена опалубка, бетон залит. Сейчас ждем, пока сойдет вся вода основная, и бетон просохнет, и засыпем. И у нас несколько домов подтопило, тоже это Джигерда. Но там люди вроде справились, только одно заявление у меня пока есть. Сегодня его пронесли, вот сейчас будем рассматривать. Так, в общем, ситуация в целом контролируемая. Восстановительные работы ведутся во всех районах республики. Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам и гостям страны не купаться в море, пока вода не очистится от наносов горных рек. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 29 июля известному абхазскому и российскому общественно-политическому деятелю, доктору юридических наук Тарасу Мироновичу Шамбо исполнилось бы 83 года. В родном селе Тараса Мироновича Абгархук состоялся митинг, посвященный его памяти. Воспоминаниями о Тарасе Шамбо, его жизни и деятельности, вкладе в становление абхазского государства поделились доктор экономических наук, профессор Олег Итлухов, член Высшего совета ВАК Беслан Кубахи, представитель московской абхазской диаспоры Утар Ласари, профессор Рауф Барцец, доктор филологических наук, профессор, журналист Екатерина Бейбия. Тарас Миронович Шамбо – специалист в сфере теории и практики государства, демократии и правопорядка, национально-государственного устройства и предпринимательского права. Автор более 300 публикаций на эти темы. Автор более 75 книг и статей. Разработчик текста проекта Конституции Абхазии. Почетный адвокат России. Заслуженный юрист России. Президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Тарас Шамбо – лауреат государственной премии имени Дмитрия Гули, награжден орденом Махдзапша первой степени за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связи между народами Кавказа и многолетний труд. Я душой могу сказать, что Тарас Миронович – это великий абхаз, и здесь у меня лично нет никаких сомнений. Но у него заслуги не только перед Абхазией, у него громадные заслуги и перед абазинским народом. Он принимал самое деятельное участие в создании абазинского района в Карачаево-Черкесии. Благодаря ему мы решили эти все вопросы в Государственной Думе России, в правительстве России, в администрации президента России. Когда Тараса Мироновича видели, сразу открывались все двери, и все говорили: здравствуйте, Тарас Миронович, не надо говорить, что вы хотите, мы и так все сделаем. Это было здорово, это было, не знаю, для меня это осталось в моей памяти надолго, видеть, каким уважением пользуется человеку, в жилах которого течет наша кровь, таким громадным уважением, это дано не каждому. Он оставил самый глубокий след в нашей новейшей абхазской истории. Собственно говоря, он продолжил традиции своей семьи, своего отца. Много можно о Тарасе Мироновиче рассказывать. Сколько студентов у нас, молодых ребят, да, которые приехали в Москву, учились, значит, и скольким людям он помог, так сказать. Да, вот. Если чуть раньше посмотреть, да, он, по сути дела, воссоздал нашу московскую абхазскую диаспору. Да, это благодаря его усилиям, когда он еще студентом был здесь, в Москве, значит, она была создана. И, как он рассказывал, на первой встрече было 5-7 человек всего, говорит, нас. Говорит. А уже когда я уже повзрослел и был в Москве, значит, и когда я увидел количество людей, когда мартовские встречи у нас были, да, 300-500 человек, вот Арла Царя здесь стоит, он не даст соврать, значит, сколько людей, значит, у нас появилось. То есть это все его труды, на самом деле.
Жители столицы, дома которых находятся в непосредственной близости от таксопарка, обратились в Дом управления в новом районе с просьбой убрать мусор, который скапливается во дворе таксопарка, выделяя неприятный запах и привлекая насекомых. После того, как в 2018 году закрыли мусорный полигон на Маяке, на территории таксопарка был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на полигон в Галский район. По словам директора МУП благоустройства Саид Курыпа, в связи с авральными работами по городу, связанными с устранением последствий стихийного бедствия, произошедшего 4 июля, в таксопарке скопилось больше мусора, чем обычно. Каждый день в Гал выезжают 11 машин. Сейчас добавились еще 2 большегрузных тоннара, которые будут делать еще по 3 рейса дополнительно. Это должно ощутимо сказаться на уменьшении объема мусора в таксопарке. Как вы знаете, здесь с 2018 года, после того, как была закрыта свалка, полигон на Маяке, здесь перевалочный пункт организовали для того, чтобы вывозить в Гале весь мусор. Но какая-то часть мусора, которая остается здесь, всегда была и сейчас тоже есть. Другое дело, что здесь за последнее время связано это со стихийным бедствием, которое 4 июля было и так далее. Здесь поднакопился мусор больше, чем обычно. Но так или иначе, сейчас организован вывоз этого мусора, и ближайший месяц-полтора здесь будет оставаться минимум мусора, который не будет мешать окружающим людям, которые живут. Вот этим мы сегодня занимаемся. У нас каждый день 11 рейсов в Гале, 11 рейсов машин в день. Сейчас добавились еще 2 большегрузных тоннара, которые будут делать каждый по 3 рейса в день. Это дополнительно. И мы надеемся, что это ощутимо скажется на объеме мусора, который здесь остается, на таксопарке. То есть это 2 машины по 3 рейса, 6 рейсов в день дополнительно. Но у них кубатура большая, и поэтому они будут вывозить большой объем. Вот буквально это неделю, как мы начали вот этими машинами вывозить, я думаю, что будет результат. Разыскивается Новиков Вадим Вячеславович, 1988 года рождения, житель города Санкт-Петербург. Вадим Новиков временно проживал в селе Кашта Гулрыбского района. 4 июля он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы: рост 1,68 см, спортивного телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза, над губой родинка. Был одет в светлую футболку, шорты цвета хаки и в черную обувь. Если кто-либо знает о местонахождении Вадима Новикова, просьба сообщить в ОВД по Гулрыбскому району по телефонам 274 44 13, 274 44 02. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 30 июля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.